26 сентября в Уфе пройдет вечер профессионального бокса Melbet IBA Pro 9. На ринг выйдут лучшие из лучших. Об этом, а также о развитии бокса в республике поговорим с гостем эфира, исполнительным директором Федерации бокса республики, а также директором спортшколы Олимпийского резерва имени Николая Валуева Ириком Мухамедьяровым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и такой сразу первый вопрос. Республика привыкла проводить соревнования крупного масштаба, и это уже не ново. Расскажите о том, как сейчас проходит организация к вашему событию, на каком все этапе? Да, на самом деле много уже довольно-таки крупных мероприятий мы провели. У нас в городе Уфа это уже 7 мероприятий мы провели. Вечеров профессионального бокса. В 2023 году мы провели женский чемпионат России. И очередной вечер бокса мы проводим во Дворце борьбы. Будет это проходить 26 сентября. Начало боев в 19:30. Всех приглашаем во Дворец борьбы. Но сейчас, соответственно, идет подготовка. Да, мы готовим сцены, готовим ринги, свет, звук, все это мы вставляем. Есть такие технические моменты, которые сейчас готовим. Ну и, соответственно, это ждем приглашенных гостей. Все поэтапно, в штатном режиме готовимся. Наши звездочки выступят там. Это Азалия Аминева, Артур Субханкулов, Бетхан Исраилов и Данис Габдрафиков. Расскажите о том, кому из них придется тяжелее. Может быть, выделите соперника, кого-то из ребят? Я бы более подробно рассказал о нашем каждом спортсмене. Для них, для каждого будет это бой непростой, будет сложный, потому что очень серьезные соперники. Вот Азалия Аминева у нас мастер спорта международного класса, победительница Европы, победительница мира, двукратная чемпионка России, чемпионка международных игр стран БРИКС. Она проводит уже третий бой, будет проводить на ринге. У нее тоже неплохая спортсменка, ее соперница. Также у нас Исраил Бекхан, мастер спорта России. Бронзовый призер чемпионата России среди мужчин. Серебряный призер России по возрасту 19-22 года. У него тоже хороший соперник. Это все-таки большая весовая категория у них. Ну и, соответственно, это всегда интересно смотреть. Потому что там каждый удар может быть очень тяжелым. Данис Габдрафиков, он у нас тоже мастер спорта России. Чемпион Приволжского федерального округа неоднократно, призер командного кубка России среди мужчин. У него очень серьезный соперник Тамиржан Байболда, спортсмен казахской школы бокса. У него рекорд по боям 10 боев, 6 из них нокаутом. Серьезный соперник у Даниса будет. Здесь Данис будет тяжеловат, но я думаю, он выиграет обязательно его. Ну и Артур Субханкулов, наша звездочка, он по любителям многое достиг, сам мастер спорта международного класса. Он двухкратный бронзовый призер чемпионата России, 4-кратный серебряный призер чемпионата России в любительском боксе. А по профессионалам он интерконтинентальный чемпион, чемпион Океании, чемпион Азии, чемпион Европы по версии ИБА. Среди профессионалов уже. Ну и он у нас занимает 7-ю строчку лучших боксеров мира по версии IBF. Это очень значимо для нас. Такого за историю башкирского бокса еще не было. Ну и, соответственно, у него самый серьезный соперник тоже это Тигран Узлян. У него 13 боев, 6 из них нокаутом. Тоже очень серьезный соперник. Я думаю, будут яркие, красочные такие у нас поединки с нашими башкирскими боксерами. Расскажите, а что еще интересного можно ожидать в этот вечер профессионального бокса для зрителей? Ну, я сказал о наших башкирских боксерах. А остальное, давайте так, приходите и там все увидите. Расскажите о том, как проходит подготовка ребят, то есть кто тренируется в Уфе, под чьим руководством, и я знаю, Азалия тренируется в Октябрьском, тоже расскажите, под чьим руководством, на что делается акцент, нюансы, может быть, в подготовке. Спортсменов готовят личные тренера. Азалию Аминеву готовит личный тренер. Это Савкин Александр Васильевич, нами уважаемый тренер с города Октябрьского. Они прошли общую физическую подготовку, этап. Сейчас идет этап боевой практики.
Я думаю, она подготовится и будет в оптимальной форме. Также наши ребята тренируются у Карабановой Марии Юрьевны. Мария Юрьевна у нас старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан, главный тренер мужской сборной Приволжского федерального округа. Соответственно, ребята готовятся с ней. И также они прошли этап общей физической подготовки. Сейчас идет боевая практика. Пригласили с других регионов спортсменов как спарринг-партнеров. И, соответственно, подключали и массажистов, и психологов, и диетологов. Подготовка идет масштабная. Я думаю, все спортсмены нашей республики выйдут на ринг в оптимальной форме. Вот в такие моменты что выходит на первый план? Физика или все-таки психология? Хотя, да, у них есть опыт, но все-таки. Я думаю, все и физика, и психология, и другие отрасли подготовки, все они важны. Здесь не бывает ничего ни лишнего, ничего незначительного. Все значимо для нас. Все идет в ресурсы боксера, все идет для того, чтобы стать чемпионом. Расскажите немного и о развитии бокса в республике. Сейчас на каком уровне у нас развивается бокс, этот вид спорта, в каких городах, может быть, районах, может быть, что-то выделите, географически расскажете? Я думаю, бокс в нашей республике успешен. Все-таки возглавляет нашу федерацию премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров. Он нам спуску не дает, ставит амбициозные задачи, мы их выполняем. По итогам 2023 года и 2024 года Федерацией бокса России Республика Башкортостан признана как лучшей региональной федерацией. И, соответственно, это и результаты, и темпы развития, все это учитывается. Мы, конечно, очень благодарны Федерации бокса России за столь высокую оценку. Все идет, идем к чемпионам, идем к результатам. Мужская сборная у нас за последние 2 года становится в Приволжском федеральном округе чемпионами, лучшие. Спортсмены приносят хорошие результаты. Вот уже, как говорил наши звездочки, это и Субханкулов, и Аминь Авазали, и Габдрафиков Данис. Но есть еще и тоже подрастающее поколение, которое же тоже приносит хорошие результаты. Вот Макарова Арина в этом году стала финалисткой Спартакиады молодежи. А насколько вообще сложно происходит эта смена поколений, вырастить новых звезд, вот этот талант заметить? Насколько это непросто все? Это работа тренера непосредственно. Вообще тренерская работа, она непростая. Вообще, чтобы подготовить чемпиона, это не просто надо в зале тренировать. Это на самом деле и опекать, и оберегать этого боксера, воспитывать его, и психологически готовить его. Каждый спортсмен, чтобы стать чемпионом, здесь идут все, и родители поддержка должна быть, и, конечно же, руководство, и Министерство спорта, потому что все идет это к тому, чтобы человек стал чемпионом. Вот если чемпиона рассматривать как одного, он чемпион, такого нет. Его вокруг окружает большая-большая команда. Я вообще слышала, что осень-зима в республике для бокса очень такая насыщенная. Расскажите еще о других мероприятиях, что еще ждет республиканских башкирских спортсменов. Как я уже говорил, в 2023 году мы проводили чемпионат России по боксу среди женщин. Оценка была высокая, провели на хорошем уровне. И также в этом году заявились проводить женский чемпионат России. Также хотим провести во Дворце борьбы. У нас уже сроки известны. Это 27 декабря день приезда, 7 декабря день отъезда, 6 декабря это у нас будут финальные бои. Приедут все лучшие спортсменки женского бокса со всех регионов России. Будет, я думаю, ярко, красочно. Увидим настоящий женский сильный бокс. А вообще не просто формируется сборная? Сборная республики, сборная своих регионов? Да, конечно же, непросто. Если начинать с республики, то в этом году мы проводим уже
В этом году мы начали проводить зональные первенства Республики Башкортостан. То есть мы разделили Республику Башкортостан на 6 частей. И в каждой зоне, это Зауралье, там, центр, сам город отдельно Уфа, Уфимский район, там, ну вот, и мы их разделили на 6 частей и проводим там свои соревнования. То есть кто стал чемпионом в зональных соревнованиях, они уже приезжают на финал Республики Башкортостан. Это получается лучшие из лучших приезжают на финал. И там выявляем первое, второе, третье место и первые номера. Первые и вторые, они идут в состав сборной Республики Башкортостан. Это у нас подготовка к следующему году. В этом году, в октябре, мы проводим финал Республики Башкортостан. И из этого числа, из чемпионов, мы уже готовим состав сборной на следующий год. И уже начиная с января, месяца с 26-го года, они уже едут на всероссийские соревнования отстаивать честь нашей республики. А если коснуться состава сборной команды России, то это, как я уже говорил, чемпионы республики едут на всероссийские соревнования. И если они выигрывают сначала ПФО, попадают на чемпионат России, а на чемпионате России, если они попадают в первую 8 боксеров лучших, то они попадают в состав сборной России. И уже в составе сборной России они едут уже на международные соревнования. Ирик Мигляревич, спасибо вам большое за то, что вы нашли время прийти в нашу студию, рассказать о развитии бокса в республике, проанонсировать такое крупное мероприятие. Я напоминаю зрителям, 26 сентября всех ждут во Дворце борьбы на вечере профессионального бокса. Приходите и вы тоже. Это была программа «Интервью». До встречи.